Снова приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые телезрители. В рамках очередного интервью мы пригласили к нам в студию эксперта в области спортивного менеджмента и маркетинга Андрея Малыгина. Андрей Вадимович, приветствую вас, добро пожаловать в Душанбе, рады вас видеть. Начнем, пожалуй, с самых обычных вопросов. Как вы пришли в эту индустрию, тем более вы кандидат наук, доцент? Да, добрый день. Я очень рад, что оказался на родной для меня земле Таджикистана. Я здесь родился. В Шурабе, да? В Шурабе, вырос, закончил школу, и потом мой путь привел меня на дальние дороги. И на самом деле то, о чем мы сегодня говорим, а именно вопросы маркетинга, менеджмента в спорте, это сфера, которой я занимаюсь почти 30 лет, последние 30 лет. Я занимаюсь это как академический исследователь, как ученый, как практик. У меня обширная практика консалтинговой работы в этой сфере. И, конечно, когда мои коллеги из Таджикистана пригласили приехать сюда, посмотреть, что мы можем сделать для родной страны, мы, конечно, попробовали окунуться в эту задачу. Ну и я накопил достаточно большой опыт в этой сфере, поэтому мне было очень интересно принять этот вызов новый, для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь коллегам, потому что здесь очень много интересной работы. Понятие менеджмента и маркетинга в расширенном понимании это одно и то же, что и спортивный маркетинг и менеджмент? Ну, смотрите. То есть маркетинг — это изучение рынка, а спортивный маркетинг — это изучение рынка спорта? Смотрите, немножко даже шире, потому что есть узкое понимание маркетинга, если мы говорим о маркетинге сейчас, такое, что это в основном реклама и исследование рынка. На самом деле нет. На самом деле реклама — это то, что может появиться, когда вы создали продукт. А продукт вы можете создать тогда, когда вы знаете рынок, когда вы знаете, чего хотят болельщики, чего хотят клиенты клубов, фитнес-клубов, бассейнов и так далее. Поэтому мы смотрим, исследуем рынок для того, чтобы создать очень хороший продукт, дать ему хорошую цену, начать его предлагать клиентам с помощью рекламы, SMM и так далее, и так далее. И тогда возникает гармония. То есть маркетинг — это гармония спортивной организации, в нашем случае, с внешней средой, ее, с рынком. При этом, если мы говорим маркетинг просто и спортивный маркетинг, на самом деле это одна из разновидностей отраслевого маркетинга. Ну, например, есть маркетинг там, не знаю, авиаперевозок, есть маркетинг промышленный, есть маркетинг розничной торговли, а есть спортивный маркетинг. Вот поэтому так. Если же говорим о менеджменте, то менеджмент — это более широкая сфера, это сфера управления, в том числе маркетинговое управление входит в этот большой зонтик. Ну, менеджер занимается превращением хаоса в систему, вот если коротко говорить. Что сегодня отличает хорошего спортивного менеджера от просто хорошего организатора мероприятий? Конечно, результат. И просто обычного управленца? Результат, конечно, результат. Потому что можно быть очень хорошим администрирующим организатором, который действует четко в рамках скриптов, в рамках регламентов и так далее. Ну, он такой хороший исполнитель, такие люди очень нужны. Это сейчас прям очень большая проблема в таких людях. Они как раз умеют хорошо продавать, они умеют как раз сделать так, чтобы, например, спортсменам было комфортно, чтобы болельщики получали что-то. Но необходимо представлять эту картину в системе, которая выводит нас на отношения с болельщиками. То есть мы не можем вариться в своем котле и быть эффективными. Поэтому если мы говорим об эффективном спортивном менеджере, это тот человек, который умеет принимать эффективные решения, которые приводят к тому, что мы наш продукт делаем абсолютно таким, каким он нужен нашим клиентам. Клиенты этим довольны, готовы платить нам. В спорте есть две валюты, это не только деньги, важнее валюты — это время. Потому что очень много спортивных продуктов предлагается бесплатно, например, детский спорт, спорт ветеранов и так далее, массовый спорт. Но мы хотим получить время в свое распоряжение, поэтому спортивный менеджер сегодня борется в первую очередь за время клиентов. Это очень важно. То есть, если мы подразумеваем время, то есть за их внимание? Внимание я могу обратить, но не отдать свое время. Например, мы приглашаем на футбольный матч болельщиков.
Мы можем быть довольны, если они купили билеты, мы рады, мы получили деньги, мы получили первую часть ресурса, первая часть покупка сделана. Но если он не пришел на стадион, не занял свое место, не провел там 1,5-2 часа своей жизни, сделка не завершена. Нам нужно, чтобы он в это время получал потребительский опыт, чтобы он становился лояльным нам, потому что мы к нему относимся с уважением, и этот потребительский опыт, он связан со временем как раз. То есть внимание важно, но надо идти дальше. Надо бороться за полноценное время клиента. Как, по-вашему, изменилась спортивная индустрия за последние 10-15 лет? Колоссально изменилась. Просто колоссально, просто... Я сейчас вот заканчиваю вторую большую книжку для Олимпийского университета, и там у меня целых 4 главы появились новые за последние, 5 лет прошло с выходом первой моей книги, а сейчас я просто дописал еще 4 главы новые, потому что цифровизация, диджитал, это все, что прям сильно меняет. Очень большие уроки мы получили благодаря ковиду. Ковид научил нас гибридизации, научил нас искать новые решения, которые мы раньше на них не обращали внимания. Есть очень много трендов, например, вот сейчас самый главный драйвер вообще в спорте, в спортивной индустрии — это любительский спорт. Любители — это бизнес-единицы, которые могут приносить в спорт огромные деньги, они делают это для себя, они делают это для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы развивать себя духовно, физически, и они готовы за это платить много денег. Поэтому любительский спорт — это то, на что сегодня нужно обращать самое большое внимание. Если честно, я не совсем понимаю вот эту суть, как любительский спорт может быть эффективным. Сейчас расскажу. Медиалига — это любительский спорт, который приносит прибыль? Да, конечно. Смотрите, есть 3 сферы спорта обычно делят, 3 большие сферы. Есть спорт, который мы называем массовым спортом. Это когда мы с вами играем во дворе в футбол, вечером с друзьями идем в баскетбол, играем, ходим в бассейн плавать или занимаемся триатлоном. Вот со мной прилетел мой сын сюда, он триатлет, 3 раза делал железный Iron Star, и сейчас я уехал, он в бассейн пошел плавать. То есть это любитель, который каждый год тратит на свое хобби, примерно, я вам скажу, около 1 миллиона рублей в России. Вот такой про-любитель, продвинутый любитель. Человек желает тратить деньги на себя, он вкладывает в себя, и ему это нравится. И если мы говорим о массовом спорте, вот там таких людей сегодня очень много. И мы уже, как часть массового спорта, большая часть, это любительский спорт, это давно сформировалось. На самом деле Олимпийские игры когда-то в 19 веке, Пьер де Кубертен и его друзья, они делали это для любителей. Это была идея объединить тех, кто хочет развиваться. И вот сейчас она снова выросла, эта тема. Вторая часть спорта — это спорт высших достижений. Это олимпийцы, это те, кто участвует в чемпионатах мира. Они делают рекорды, они ставят планки. И, конечно, любители стремятся на них. А третья часть — это профессиональный спорт. Там не обязательно планка, но ты делаешь шоу. Это шоу-бизнес, это часть шоу-бизнеса, на мой взгляд. Поэтому вот эти 3 части, они сейчас гармонично живут, и любители главные в этом теперь. Какие возможности есть у таких стран, как, скажем, условно, Таджикистан, для развития спортивного менеджмента? Я буквально вчера встречался с коллегами из Федерации футбола Таджикистана, давние партнеры, мы уже 3-й год работаем, взаимодействуем, с огромным интересом работаю, у ребят глаза горят, они очень хотят изменить ситуацию к лучшему, они хотят, чтобы Таджикистан стал очень важной точкой на карте спортивного маркетинга, спортивного менеджмента. И я думаю, что в Таджикистане есть как минимум несколько направлений, которые можно прям уверенно развивать. И одно из них, поскольку я все-таки преподаватель, доцент, заведующий кафедрой спортивного маркетинга университета Синергии и так далее, преподаю в десятки университетов в разных странах, но для меня очень важно, чтобы здесь появились люди, кадры, которые бы обладали необходимыми компетенциями. Поэтому первое, с чего мы начинаем, в любой, куда бы я ни пришел, в какой-то стране, в какой-то вид спорта, мы всегда говорим: ребята, что с кадрами, что с теми людьми, кто будет делать то, что мы хотим, чтобы они делали. Поэтому мы обсуждаем как раз этот вопрос. Обязательно нужна система подготовки спортивных менеджеров. Не кажется ли вам, что в плане спортивного менеджмента Узбекистан ушел далеко вперед от нас? А я не скажу, что прям в рамках спортивного менеджмента ушел. И маркетинга также подразумевается. Смотрите, я вам скажу так, что спортивный результат, который показали коллеги из Узбекистана, прям поражает.
Олимпийские игры парижские, да, вот ребята там дзюдоисты, что творят, футболисты, молодцы какие, здорово. Мы за них болеем. Но это не значит, что менеджмент прям стал хорошо. Потому что когда, есть разные источники доходов, когда мы получаем такой бездонный источник, например, из бюджета государства или из какой-то крупной корпорации, это не значит, что мы хорошие менеджеры. Нам нужно научиться зарабатывать. Нам нужно сделать так, чтобы люди, самый главный источник, это люди, которые ходят на работу, и там ездят в такси, которых мы встречаем каждый день, наши соседи. Вот эти ресурсы, которые мы должны повернуть в спорт. И вот это задача хорошего менеджмента. В каких направлениях спорт может стать точкой роста? Имидж страны, воспитание молодежи, либо же бизнес? Вот смотрите, вы прям назвали очень важные направления, которые спорт, в общем-то, питает во всем мире. Давайте по порядку начнем, да, имидж страны. На самом деле, здесь есть разные, опять же, подходы. Возьмите Швейцарию, мы не очень хорошо знаем швейцарских олимпийцев, мы не очень хорошо знаем чемпионов мира из Швейцарии, там, футболистов и так далее. Но Швейцария очень здоровая нация. Там очень много людей, которые занимаются этим самым массовым спортом. Хороший результат, отличный результат. Мы можем взять с вами страны, например, последние годы, вот там Грузия, Узбекистан, сейчас Грузия просто рвет, да, там чемпионы мира, это маленькая страна. Но если посмотреть на массовый спорт, в меньшей степени развитый там. То есть вот здесь нужен баланс обязательно. И если мы говорим о Таджикистане, обязательно для Таджикистана важно вот это рост, который сейчас набрала республика, рост, который вот очевиден по изменениям, которые мы смотрим, он должен дополняться вот этой важной социальной частью, когда, ребята всегда в Таджикистане, я в детстве помню, мы всегда любили заниматься спортом. Это просто у нас в крови, мы просто любим это делать. Просто это нужно сделать, опять же, построить систему. Менеджмент — это всегда система. Построим систему. И эта система даст марку, оценку стране вот с этой части. Я не говорю сейчас про олимпийцев. Олимпийцы, да, они нужны, их поддерживает государство, это тоже очень важная вещь, но здесь более-менее порядок. То есть здесь всегда можно найти звезд, сделать для них особые условия и так далее. Но имидж страны, на мой взгляд, это сочетание вот этих двух вещей. Люди, которые могут заниматься спортом в разных городах и кишлаках страны, и люди, которые могут сделать этот шаг в социальный лифт и попасть на олимпийский пьедестал. Эта гармония вот одна из самых важных стратегических задач с точки зрения того, что может дать Таджикистану с точки зрения имиджа спорт. Первая — вот эта часть. Вторая часть. Мы говорим про воспитательную часть, да, вот воспитание. Я не сторонник того, чтобы спорт связывать таким ура-патриотизмом. Там, ура, вот мы там машем флагами, вот мы вышли на демонстрацию, мы все спортсмены. Нет. Есть любовь к родине. Я люблю свою родину, потому что она вот такая хорошая, потому что такие хорошие люди. Мы так думаем, когда считаем вот нормальный такой уровень патриотизма. Поэтому спорт, конечно, может помочь вот воспитать вот эту ценность, воспитать восприятие окружающего мира, своего поведения здесь. Вот так. И, в общем, это тоже часть такая, скажем, стратегическая. Потому что вот таджикский народ, чем он всегда отличается? Это очень гостеприимные люди. Вот здесь можно ходить любое время суток в Душанбе, и ты ходишь, и ничего тебе не грозит, никакой опасности, ты видишь очень добрых людей, и все здороваются, и все тебе... Вот прям это ощущение, это часть вот этого компонента таджикского патриотизма в том числе. И спорт дает этому очень много. Я занимался здесь классической борьбой, когда был школьником, и я помню, как тренер нас воспитывал. Вот прям вот так, с уважением, да, с уважением к сопернику, с уважением к друзьям. И вот это уважение у меня с детства заложилось именно здесь. Поэтому эта часть спорта тоже стратегическая важная вещь. Что касается бизнеса, третья часть. Современный спорт, к сожалению, не может, просто из воздуха ничего не берется. Нужно сделать так, чтобы мы смогли показать людям, что спорт дает очень важные вещи для них, как вода, как еда, как, не знаю, некоторые до сих пор курят, да, некоторые там, не знаю, ходят, развлекаются, музыку. Вот спорт — это часть нашей жизни, то есть спорт — это часть качества жизни современного человека. И когда вот это понимание придет,
Вот здесь включается вот этот эффект любителя. Я хочу заниматься спортом, я буду заниматься спортом не потому, что меня заставляют заниматься спортом, не потому, что мне там нужно на работе, чтобы мне галочку поставили или в школе, а потому что это для меня, это меня развивает, это делает меня лучше, окружающих делает лучше, и тогда я буду платить деньги и время свои. Вот, поэтому да, здесь вот эта триада, вы ее очень точно назвали. Ну, я добавлю тут, конечно, кадровая задача, которая связана с этим. Страны тратят баснословные деньги на создание положительного имиджа по всему миру через спортивный маркетинг. Огромное количество кейсов, когда условно пару лет назад на футболке футбольного клуба Атлетико Мадрид было написано «Welcome to Azerbaijan». Это не компания, это всего лишь правительственная программа по повышению положительного имиджа страны. Но есть ли более эффективные пути повышения имиджа страны за счет меньших расходов? Потому что через большой мировой спорт мы понимаем, что деньги нужны огромные. Какие еще пути есть для поднятия имиджа, но с наименьшими издержками? Ну да, вот здесь я как раз вот оттолкнусь в первую очередь от слова имидж, потому что имидж это образ, который складывается в сознании людей. Но часто бывает так, что мы создаем в медиа образ, а когда мы оказываемся в реальной ситуации, реальность не совпадает с этим образом. Это очень большая проблема. Поэтому вкладывать деньги просто в образ – это одна часть работы. Важнее сделать то, что потом будет образом. Вот здесь первичная задача. Ну, пример приведу вам, да, сейчас потом немножко про то, как это делается. Мы вот с коллегами из футбольной федерации давно обсуждаем вопрос, я просто думаю, что вы скоро узнаете об этой инициативе, интересной, потому что не секрет, что в Душанбе, в других местах Таджикистана очень большая проблема с мусором. Очень много пластиковой тары, которая вот просто попадается везде. Ну и так далее, и так далее. Вот это все... Оно просто негативно влияет. Даже вот туристы, когда приезжают, да, они думают, так, какая красота, и вот это вот немножко мешает, да, воспринимать. Поэтому я думаю, что, например, спортивные федерации и футболисты выступят инициаторами в этом, я уверен, просто потому что им хочется изменить мир к лучшему. Чистая страна, чистый футбол, чистый спорт, чистый город, чистый Таджикистан. Вот это все, это социальные инициативы. И они могут повлиять так, что люди будут видеть в спортсменах не просто людей, которые хотят, там, чтобы мы ходили, смотрели и за это платили деньги. Это люди-носители ценностей, это люди, на которых мы хотим быть похожи, ребята, которые участвуют, волонтерское движение, которое к этому подсоединяется. Вот это все может сделать имидж гораздо меньшими затратами, чем просто покупку места на футболке Атлетика. Но эти инициативы хороши исключительно внутри страны. Это невозможно представить широкой публике. Это возможно представить широкой публике, смотрите, потому что это возможно, я вам скажу возможно, потому что на самом деле вы как медийщик прекрасно знаете, дайте вам информационный повод, и вы сделаете из него событие, и вы сделаете из него новости, и все будут там где-то откликаться, вы знаете. Поэтому если правильный информационный повод сделать, если правильно его приготовить, если сделать хорошую идею внутри, а таких идей миллион может быть. Вот я говорю, мы сейчас не могу все рассказывать, мы очень много идей интересных с ребятами обсуждаем. И я надеюсь, скоро таджикистанцы узнают об этом. На самом деле это дает нам поводы для того, чтобы люди постили, для того, чтобы люди распространяли, и еще больше людей хотели приехать в Таджикистан, потому что здесь вот так. Здесь вот это важно. Вот эти ценности, потому что сейчас миром правят ценности. Если я думаю, что природу надо беречь, а ее надо беречь, да, вот Таджикистан во многом выступает инициатором, там вот тема там таяния ледников, да, вот последние эти были саммиты, это же колоссальная проблема, и очень классно, Таджикистан задает эту повестку международную, да. Об этом говорят все, Таджикистан придумал день футбола мировой, да. Об этом говорят все, понимаете, это тема работы с поводами, поэтому поводов можно придумывать довольно много, и они дадут больший эффект, чем просто размещение на футболке. Потому что это не всегда работает, так как некоторые думают. Что сложнее, найти спонсора или удержать спонсора, учитывая реалии Таджикистана? Так как желающих привлечь инвестиции много,
желающих инвестировать не так много. Вот давайте, я сейчас как раз хочу зацепиться за слово инвестировать, чтобы рассказать вот какую вещь. Смотрите, спонсорство, меценатство и инвестиции – это три разных способа взаимодействия со спортивной организацией. Ну, например, если мы говорим об инвестировании, то речь идет о том, что я собственник футбольного клуба, я вкладываю свои деньги в этот клуб, я инвестор, я инвестирую, я вкладываю, чтобы получить отдачу какую-то, социальную отдачу, бизнес-отдачу, неважно. Я владелец фитнес-клуба, я вкладываю, пока не начнет он возвращать инвестиции в мой клуб, я в этом случае вкладываю деньги как инвестицию. Второй вариант – меценат. Я добрый человек, мужчина, женщина, неважно, я очень хочу помочь спорту, музыке, детям, больным и так далее, и так далее. Я жертвую свои деньги безвозмездно. Отличается, да, от инвестиций. Да. Третье – спонсор. Спонсор – это коммерческая сделка. Я как спонсор вижу в футбольном клубе, ну, например, да, центр притяжения аудитории. Несколько тысяч или сот тысяч людей любят этот клуб. Здесь такая концепция центра притяжения должна работать. Уметь создать центр притяжения – это полдела, чтобы привлечь спонсора. Нельзя спонсора на пустое место привлечь. Поэтому мы создаем центр притяжения за счет шоу, за счет того, что мы хорошо работаем с болельщиками, за счет того, что они нас любят, там мерч у них есть и все такое. Возникает центр притяжения. Спонсор хочет, чтобы его страховые услуги, банковские услуги, еще какие-то услуги продавались. И ему нужны добрые друзья, которые скажут его клиентам: верьте этим людям, верьте этой страховой компании. Мы заключаем спонсорский контракт с этой страховой компанией, мы клуб футбольный, это наш спонсор, и в обнимку приходим к нашим клиентам, к болельщикам. Ребята, поверьте, это надежный страховой агент для вас. Окей, возникает вот этот треугольник. На самом деле спонсора привлечь, опять же, вот здесь ошибочные вещи, я встречаю в том числе в Таджикистане такие вещи. Бывают спонсоры, которых назначают. Я их называю административные спонсоры. Очень много. Это, ну представьте, вы предприниматель, вас вызывает руководитель какой-то региона и говорит: дорогой друг, помогай бадминтону или там теннису. И дорогой друг думает: ну, у меня отнимают деньги. Ну, грустно. Почему? Я их зарабатываю там потом, кровью, трудом, да, большим. А у меня тут говорят: отдай вот этим бадминтонному клубу. Ну, потому что сказали. Грустно. Поэтому, если вдруг такое счастье произошло, и вот этот бадминтонный клуб получил такого назначенного спонсора, задача менеджмента сделать так, чтобы он обрадовался. Сделать так, чтобы мы показали: у нас центр притяжения, наши клиенты тебя полюбили, потому что ты такой классный, мы тебя приводим сюда. Надо работать со спонсором. Поэтому есть три задачи. Первое – привлечение спонсора. Второе – удержание спонсора. Третье – возвращение спонсора. Если он ушел, его надо вернуть, постараться. Если какому-то клубу назначили административного спонсора, это не означает, что так и так будут деньги. Нужно постараться, чтобы была отдача. Совершенно правильно, совершенно правильно. Причем это очень ошибочная, широко распространенная позиция. Спонсор в какой-то момент просто, он будет искать момент, чтобы уйти от вас. Потому что вы на шее у него сидите, вы мешаете. А вот задача менеджмента как раз превратить отношения со спонсором, которое назначили, вы сидите на встрече, он грустный, потому что его назначили, деньги отнимают куда-то. Вам, кто вы такие, чтобы я вам отдавал свои деньги. А вы говорите: ребят, смотрите, какой у нас классный план. Смотрите, как вы на рекламу будете, вы же все равно на рекламу тратите деньги. Смотрите, вы тратите, вы там, на телевизоре, еще куда-то. Давайте мы сделаем так, что вы получите большую отдачу от работы с нами. И вот это самое главное для менеджеров. Перейдем из общих тем непосредственно к спортсменам. Насколько важно спортсменам создавать личный бренд и продвигать его? Очень важно, очень важно. Сразу скажу, очень важно. Нет, это безусловно. Да, очень да, важно. на самом деле. В Таджикистане, например, спортсмены, у них только одна цель – спортивные результаты. Касательно бренда, мало кто над этим работает. Смотрите, я в 22 году написал книжку, она называется «Маркетинг профессионального спортсмена». Она есть у меня на сайте sportmarketing.school, вот такой у меня сайт есть. И там выложен этот текст. Почему я, надеюсь, это не реклама, просто почему? Потому что я там выкладываю просто в открытом доступе, чтобы ребята читали, в том числе эту книгу. И я многим спортсменам, надеюсь, помог, потому что многие участвовали в написании этой книги, они давали мне там кейсы, там исследования приведено. Так вот, смотрите, если мы говорим вот эту цепочку работы, вот здесь бренд, вот здесь спортивный результат,
Да, она, вот я прям там и провожу вот эту линеечку. Когда у нас есть спортивный результат, причем это не обязательно олимпийская медаль. Это может быть там, не знаю, чемпион республики, чемпион страны. Да. Если с ним правильно работать, второй этап, здесь 4 этапа, второй этап это популяризация того, что ты достиг этого результата. Популяризация через медиа, через соцсети и так далее. То есть результат не должен быть забыт на следующий день. Вот в чем смысл. Его нужно продвигать, этот результат, который спортсмен достиг. Следующий, третий этап. Формирование образа, имиджа спортсмена. И вот здесь формирование имиджа, задача уже такая достаточно сложная, системная, потому что имиджей может быть несколько разных. Да? В свое время мы работали с имиджами спортсменов, ну таких уже достаточно ветеранов, да, таких вот Вячеслав Иванович Старшинов, великий хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Мы создали тогда ассоциацию предприятий спортивной индустрии в России, я занимался ее маркетингом, и мы пригласили в качестве президента Вячеслава Ивановича. Он прославленный хоккеист. Имидж прославленный спортсмен. Имидж двукратный олимпийский чемпион. Все, вот его знают так. Идешь с ним по улице в Германии, с ним фотографируются. Вот так его знали. Нам нужно поменять было его имидж и создать имидж спортивного функционера, менеджера. Нам нужно поменять было радикально. И мы построили эту программу. Построение программы достаточно, ну, скажем, простой метод. Да? Ну, я сейчас просто объясню, потому что на самом деле он сложный, но просто. Нам нужно ответить на вопрос, как ведет себя человек, которого мы позиционируем как спортивный функционер. Он выступает вот там-то, он пишет статьи, он выступает там в комитетах там, Верховного Совета, он там что-то еще. То есть мы вот этот перечень весь сделали для того, чтобы подтвердить делами, как формируется имидж. Возвращаемся к спортсмену. Например, парень победил чемпионат мира дзюдо. Спортивный результат есть. Так, известность. Ее нельзя ограничить только вот этими там 2 неделями, условно, после этого. Нужно дальше продолжать эту популярность развивать. Но при этом параллельно мы начинаем формировать имидж. Ты кто будешь? Есть, допустим, если мы формируем, есть такая модель имиджа, успешный спортсмен. Значит, мы должны подтверждать делами вот этими, план прописываем, начинаем туда вкладывать наши активности, наше время, наши деньги для того, чтобы люди запомнили его именно таким. Но век спортсмена недолг, и мы знаем, что там лет через 5, через 10 ему придется заканчивать. Поэтому параллельно в это время мы начинаем выстраивать новый имидж. Например, он придет к вам на телевидение, будет там, вашим коллегой. Для того, чтобы это произошло, нужно выстроить этот имидж. Поэтому мы выстраиваем уже сейчас вот этот новый жизненный цикл. И вот 4-й этап это бренд. 4-й этап это бренд. Бренд, он строится по атрибутам, как из Лего. Тоже вот в этой книжке я все написал. Там все пунктики, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но согласны, что невозможно создать личный сильный бренд без высоких спортивных результатов? И да, и нет. И да, и нет. Потому что, ну вот, например, я люблю приводить, есть такая теннисистка Курникова. Когда-то давно, там в 90-е, в 2000-е, вот, она как теннисистка выиграла там какой-то юношеский рейтинг Уимблдона, все, больше ничего. Ни олимпийских игр, ни чемпионатов, ничего. Но она создала, ну она на всякий случай жена сына Иглесиаса, да, младший Иглесиас, ее муж. Так вот, она создала имидж, там стихийно, не стихийно, она очень умная девушка, молодец, вот, и счастливая, слава богу. Она создала имидж светской дамы, светской львицы. Это тоже имидж, который строился на маленьком результатике, ну как бы международный, но это не сногсшибательный результат. Это не взрослый Уимблдон, это вообще вот как бы, да. И вот из этого можно выстраивать. Поэтому есть много людей, которые, ну, например, просто мастер спорта, да, там, выиграл, например, какое-то соревнование. С этим просто нужно работать, и все. Легче работать с тем, кто олимпийский чемпион. Но очень много олимпийских чемпионов. У меня, вот я сейчас в сентябре буду работать с олимпийскими чемпионами в Олимпийском университете в Сочи. У меня там программа целая неделя. И у меня там ребята, которые вот прям вот они вот с медалями все. И, к сожалению, далеко не у всех удается вот эту траекторию построить. И, к сожалению, так обидно бывает, что вот это все вот здесь вот горело, все вот здесь вот как-то все, потом бах и ушло. И вот я им помогать, всячески стараюсь, чтобы им было больше счастья. Вы же предельно тщательно, по-моему, уже изучили спортивный рынок Таджикистана. Ведь откровенно сильно чувствуется дефицит вливаний в определенные команды, в определенные федерации.
Если Да. я задам вопрос, как это все перебороть, наверное, еще понадобится час, чтобы все подробно разложить и так далее. Но есть ли какая-то короткая модель, как нужно быть? Возьмем условно какую-нибудь федерацию, которая априори не является популярной в Таджикистане. Мгм. Футбол, например, дзюдо, вольная борьба, они популярны. Им повезло. Да. Им повезло, потому что борьба это у нас в крови, футбол у Конечно. нас любят с самых Конечно. малых лет. По какому пути должна пойти такая молодая федерация? Слушайте, у меня вот я из Таджикистана, когда приеду, у меня будет работа с федерацией айкидо одной из российских областей, вот прям областная федерация, и там айкидо. Айкидо – это такой вид спорта, знаете, там даже соревнования редкость. Там такая философия в большей степени, да, но тем не менее ребята хотят поменять что-то. Здесь вопрос вот как, ну тоже несколько, вы правы, несколько часов можно говорить, вот, и одного ответа здесь нет. Я сразу скажу, потому что я привык работать так. Давайте конкретно так, какую берем федерацию, в какой стране эта федерация. Давайте посмотрим, как она связана, скажем, с возможными источниками дохода, насколько она популярна. У меня есть модель оценки популярности видов спорта с точки зрения маркетинга. Я ее прокачаю через эти вещи, я посмотрю, как вот это все. На основе этого мы собираемся, делаем стратегическую расстановку с людьми, и потом начинаем определять круг заинтересованных лиц, кто мог бы нам помочь, да, помимо клиентов. Клиенты, да, отдельно, вот кто еще, да, бизнес, там, не знаю, дружественные федерации, какие-то масс-медиа и так далее, энтузиасты, волонтеры. Вот эта работа прямо, она вот такая конкретная абсолютно. То есть дать ответ на вопрос, как все изменить, Да. невозможно. Потому что, к сожалению, вот это тоже одна из проблем. Думаю так, ну, либо государство должно нам дать денег там, почему-то, да, либо вот эти толстосумы, спонсоры. Но это неправильный подход. Ну и государство же, оно тоже, ему есть куда тратить деньги. На здравоохранение, там, на образование, есть куда тратить. Мы спортсмены, особенно профессиональные, мы вообще шоу-бизнес. Ну, почему они должны нам помогать? Профессиональный спорт, это вообще грех давать деньги в профессиональный спорт. Я вот на этом стою и вот с коллегами, которыми я попадаю, постоянно говорю, ребята, все, давайте думать, как мы будем зарабатывать сами. Это одна история. Это массовый спорт, да, но тогда давайте создадим такую программу, чтобы государству было интересно вкладывать, оно бы видело, что это деньги идут на дело. Тоже маркетинг, абсолютно, просто другой маркетинг. Здесь один, здесь другой. Вот так. По-моему, если мы продолжим очень подробно и расширенно обсуждать все эти вопросы, эфирного времени нам не хватит. К сожалению. Да, но те люди, которые заинтересованы в спортивном менеджменте и маркетинге, обязательно, я думаю, что найдут ваши книги, ваши методички, почитают, им будет полезно. Я вас благодарю за участие в нашей Спасибо вам программе. большое. Мне очень приятно встретиться с таджикистанцами, с моими земляками, и я очень хочу принести пользу. Дорогие телезрители, на этом наше очередное интервью подходит к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Малыгин, эксперт в области спортивного менеджмента и маркетинга. А я с вами прощаюсь ровно до следующих выпусков. Пока.